Это результат ключевого проекта программы «Городская среда» прошлого года. Обновленный Мичуринский парк вот такой многолюдный теперь каждый день. Мамы с колясками, пожилые и дети, возвращающиеся с секций и кружков, проводят время на свежем воздухе, и они теперь с большей охотой. Мичуринский парк действительно преобразился, но главное достоинство сейчас скрыто под слоем снега. По всей территории парка проложено асфальтовое покрытие, а под землей сети электроснабжения. В темное время суток парк освещает около полусотни светильников. Пространство стало больше и светлее, но главное, дышится легко. Парк, наконец, избавился от неприятного запаха канализации. Вы, наверное, часто здесь гуляете, да? Где живете? Здесь, на Коммунистической. В принципе, я сюда стала ходить, вот как вот родила ребеночка. Но, в принципе, потому что здесь ни машин нет, ничего, тут свежий воздух. Мне нравится. А еще обновленные Мичуринский населили причудливые арт-объекты, как вот эта замысловатая скамья или декоративные элементы. Некоторые из них пока не сыскали одобрения жителей. Необычную задумку авторов проекта, металлические детали, состаренные в технике потирования, называют просто ржавыми. Конечно, эта арка немножко портит вид. Да, если бы ее, может быть, подкрасили как-то, вот, ну, не очень, да, похоже на металлолом. Возможно, посетители одобрят необычный дизайн весной, когда предполагается произвести озеленение парка. Здесь обустроят газон, высадят кустарники и саженцы деревьев. В целом проект считается успешным, как, впрочем, и все остальные. Всего в 2017-м удалось отремонтировать 8 общественных территорий и 52 двора. На эти работы потратили 177 миллионов рублей. Теперь столичная мэрия приступила к определению следующего списка территорий. В первом году, так как она новая, не было понимания до конца о сроках. Сроки были достаточно сжаты, но, естественно, за этот год набрали опыт, и в 2018 году подход уже будет несколько иной. Заблаговременно готовится и проектная документация, и ускоряются все необходимые процедуры по проведению закупок, чтобы успеть в летний период. Сейчас мэрия проверяет документы, поданные жителями города. К слову, в этом году федеральный центр решил изменить процедуру отбора. Обязательным станет голосование жителей за проекты общественных пространств. Дополнительно будет проходить из этих заявок рейтинговое голосование. Рейтинг голосования жителей города Сыктывкара. Он охватит, в принципе, почти все районы города Сыктывкара, включая Ижевский район. И на основании вот этого рейтинга голосования будет уже отобраны общественные территории, которые будут у нас отремонтированы в 2018 году. Пока планируется, все-таки изначально планируется, установить в местах, где максимальное пребывание людей, это может быть торговые центры, какие-то кинотеатры, там, ну и административные здания, будут установлены урны для голосования, будут, соответственно, бюллетени. Правда, средств на благоустройство территорий в этом году будет значительно меньше. На Сыктывкар из федерального, республиканского и местного бюджетов в общей сложности поступит около 54 миллионов рублей. Это значит, объем работ сократится. Впрочем, подрядчики все равно просят поторопиться, чтобы качество не пострадало. Хотелось бы вот эти моменты, когда выделение денег и определение улиц или домов, где надо отнимать, если бы чуть пораньше сделать, чтобы не оставить на глубокий оси. В данный момент возьмем на 18 год, даже мы не знаем, что у нас будет, верно. А сейчас у нас техника стоит, люди стоят, мы бы заготовками занимались. Мы все знали объем, какой объем будет возьмем 18 год. Сейчас мы делаем заготовки. То, что уже преобразилось, главное теперь сохранить. Представители администрации признаются, в том же Мичуринском парке уже не раз столкнулись с вандализмом. Пока все повреждения были устранены по гарантии. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.